Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе по вопросам реализации инвестиционной программы очередное заседание Межправкомиссии. Символ отношений между Абхазией и Россией: в Сухуме открылся памятник миротворцам. Муса Экзеков – новый руководитель Абхазо-Абазинского конгресса. Репортаж о втором дне съезда ВАК. Очередное заседание Межправительственной комиссии, посвященное вопросам реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы, состоялось в Сухуме. До заседания Межправкомиссии президент Рауль Хаджимов встретился с председателем комиссии с российской стороны, заместителем председателя правительства России Александром Хлопониным. Обо всем подробнее в репортаже Ирины Ашба. Сегодня предстоит обсудить много вопросов, отметил Рауль Хаджимба, приветствуя Александра Хлопонина. Президент выразил уверенность, что мероприятия, которые были запланированы на этот год в рамках инвестпрограммы, будут завершены. Те мероприятия, которые были заложены на этот год, достаточно активно выполняются, и надеюсь на то, что к концу года все эти запланированные задачи, которые были нацелены на то, чтобы выполнить инвестпрограмму, будут завершены. Как отметил Хлопонин, совместная работа с правительством Республики Абхазия не вызывает нареканий. Запланирована реализация более 100 мероприятий. 85 объектов уже введены в эксплуатацию. Александр Хлопонин также отметил, что задачи, которые были поставлены после встречи Рауля Хаджимба и Владимира Путина, контролируются и решаются. Мы сегодня подведем определенные итоги. Есть задачи, которые были поставлены после вашей встречи с Владимиром Владимировичем Путиным. Все эти вопросы находятся на контроле. Мы сегодня их еще детально обсудим, их реализацию. У нас нет никаких сомнений. Как раз по дороге ехали, видели, как у нас как раз реализуются все вот эти экстренные мероприятия, которые были связаны с оползневыми проблемами. Здесь сейчас это завершается, мы видим в финальной практически стадии. Вот. У нас полное взаимодействие и понимание с моим коллегой, с представителем правительства, поэтому команды работают, все поручения будут выполнены. Затем президент провел совещание с членами Межправительственной комиссии. Рауль Хаджимба выразил благодарность российской стороне за внимание и поддержку, которые оказываются Абхазии. Те объемы средств, которые предоставлены республике, дадут больше возможностей для развития страны, отметил глава государства. Все это способствует становлению экономики, развитию социальной сферы. Президент также обратил внимание членов Межправкомиссии на возможность создания целевых программ, которые позволят в будущем более эффективно использовать уникальный климат и ресурсы Абхазии в сфере развития курортологии. Хотел бы отметить, да, эти мероприятия, конечно, важны, и они способствуют становлению нашей экономики, развитию социальной сферы. Но на перспективу, если это будет таким образом возможно, решать задачи, направленные на более узкие направления деятельности, целевые программы, которые позволили бы активизировать наши усилия на задачи решения, связанные с темой курортологии. Абхазия является туристической, курортологической страной, у которой есть колоссальные ресурсы. Сегодня, насколько мне известно, в России нет практически реабилитационных центров, которые могли бы способствовать, предположим, становлению здоровья, как говорится, людей, которые могли бы активно заниматься этим процессом. Абхазия готова в этом направлении работать. И если такие возможности будут предоставлены, если такие решения будут приняты, я не сомневаюсь в том, что это было бы полезно для обоих государств. Тема, я думаю, подлежит обсуждению и с руководством Российской Федерации. Я смогу донести и надеюсь на эту поддержку. Александр Хлопонин поблагодарил за теплый прием, который всегда оказывает абхазская сторона, и отметил, что проделана огромная работа по корректировке программы и выверке всех цифр и расчетов. Межправкомиссия – это итог большой совместной работы с правительством Республики Абхазия, подчеркнул он. Александр Хлопонин также выразил убежденность, что Абхазия, развивая курортологию, может занять важное место в международном пространстве в этом направлении. Этот год, 2017 год, уже мы даже налицо видим колоссальные изменения, которые происходят в республике. Это начиная от инфраструктурных объектов, социальных объектов.
Объем ввода в эксплуатацию количества объектов, он действительно идет там семимильными шагами, и здесь, безусловно, качество работ значительно меняется. Это большая заслуга правительства республики, которое активно работает по всем этим направлениям. Около 85 объектов мы в этом году завершим. Это действительно большой такой серьезный прорыв. Но еще раз говорю, что мы каждый раз, когда встречаемся в рамках правкомиссии, мы вроде как бы подводим итоги той работы, но уже всегда смотрим на перспективы и думаем о завтрашнем дне. У нас нет сомнений в том, что Республика Абхазия – это уникальная территория с уникальными возможностями. И действительно, как вы сказали, это развитие курортологии и то, что как бы это возможно, и то, что республика должна занять важное место как бы в международном пространстве именно в этом направлении, мы готовы в этом направлении сотрудничать и работать. Текущие вопросы, которые, скажем, у нас есть и по резервному фонду, я думаю, что мы это все сейчас обговорим, и не вижу никаких сомнений, тем более, что сегодня мне по дороге даже Беслан Константинович показывал те объекты реконструкции, которые были выполнены в значительном объеме и уже фундаментально, не лишь бы, как раньше это было, там дырки мы залатали, а это уже серьезные гидротехнические сооружения, которые не допустят в будущем вот такого рода как бы чрезвычайных ситуаций. Поэтому я думаю, что все вопросы, которые здесь обозначены, у нас сегодня в повестке, мы их обговорим и будем двигаться дальше. После совещания состоялось очередное 16-е заседание Межправкомиссии с участием членов правительства Республики Абхазия. Были обсуждены вопросы реализации инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы, а также вопросы текущего финансирования. Как сообщил вице-премьер, министр финансов Дмитрий Сериков, в 2017 году финансовая помощь от Российской Федерации поступила в Абхазию в объеме 2 миллиарда 395 миллионов рублей, что соответствует 90% от лимита, предусмотренного на текущий год. Кроме того, по информации Министерства финансов, образовались остатки финансовых средств в размере 1 миллиона 300 миллионов рублей, предоставленных России на реализацию проекта, связанного с внедрением казначейской системы. Эти средства предложено внести в резервный фонд президента. По итогам заседания Межправкомиссии был подписан протокол. Подписи под документом поставили председатели комиссии с абхазской и российской сторон Беслан Барцыц и Александр Хлопонин. Мы обсудили целый ряд вопросов, которые касались и реализации исполнения текущего года, лимитов текущего года в рамках инвестпрограммы 17-19. Прежде всего мы закрепили вопрос увеличения резервного фонда президента. Дополнительно порядка 150 миллионов будет направлено на резервный фонд президента, который пойдет на ликвидацию последствий чрезвычайных происшествий, которые произошло. Это и взрыв на складе боеприпасов, это и стихийные бедствия, и ряд других вопросов, которые были актуальны сегодня на повестке российско-абхазских отношений. По всем вопросам мы нашли полное взаимопонимание и поддержку со стороны российских коллег. Могу подтвердить, что со стороны Российской Федерации все обязательства, которые были взяты на себя в плане финансирования, были выполнены в полном объеме. Я могу сказать, что такого количества объектов, которые в рамках реализации программы в этом году введено, я думаю, что у нас давно мы так, скажем, эффективно и качественно не работали. Я хочу поблагодарить в лице Беслана Константиновича правительства Республики Абхазия за столь эффективную работу и активное взаимодействие. И с своей стороны еще раз хочу сказать, что у нас же сегодня была и закрытая часть нашей встречи с президентом, и огромные слова благодарности Раджунковичу действительно за то, что мы уже смотрим завтрашний день. И мы говорим, что да, мы говорим о том, что социальные объекты очень важны и будем заниматься, но мы уже приступаем к подготовке такой действительно серьезной программы, связанной с инвестицией уже скажем, в проекты. То есть наступает период, когда мы должны заниматься проектным финансированием и действительно создавать здесь действительно привлекательные инвестиции, создавать здесь инвестиционно привлекательную структуру. Для этого потребуется очень большая плодотворная работа наших команд. Я думаю, что мы с успехом с этой задачей справимся. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Перед началом очередного заседания Межправительственной комиссии в Министерстве здравоохранения Абхазии состоялась рабочая встреча министра здравоохранения Тамаза Цахнакия со статс-секретарем, заместителем министра здравоохранения России Дмитрием Костенниковым и помощником министра Анатолием Гулиным. Обсуждались детали реализации российско-абхазских соглашений об обязательном медицинском страховании граждан России в республике и лекарственном обеспечении льготных категорий граждан России, постоянно проживающих в Абхазии,
Абхазии. В ходе визита Дмитрий Костейников и Анатолий Гулин в сопровождении Тамаза Цахнаки посетили республиканскую больницу, психиатрические и туберкулезные диспансеры, восстановленные в рамках освоения российской финансовой помощи. Открытие туберкулезного диспансера планируется 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии. В Сухуме на набережной Махаджиров состоялось открытие памятника военнослужащим Вооруженных сил России, выполнявшим миротворческую миссию в Абхазии с 1994 по 2008 годы. Памятник установлен по инициативе межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов миротворческих сил локальных войн и вооруженных конфликтов «Миротворец». Перед открытием памятника президент Рауль Хаджимба встретился с председателем этой общественной организации генерал-лейтенантом Александром Евтеевым и автором памятника народным художникам России Владимиром Суровцевым. Во встрече также приняли участие посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев и ветераны КСПМ. В ходе встречи Рауль Хаджимба вручил государственные награды ветеранам Вооруженных сил России, выполнявшим миротворческую миссию в Абхазии. Благодаря коллективным силам по поддержанию мира СНГ в тяжелые послевоенные годы в Абхазии удалось сохранить мир и не допустить новое военное противостояние. Невозможно переоценить роль миротворцев в этом вопросе, отметил президент, открывая встречу. В 2008 году миссия миротворческих сил была закончена, но это не завершило этап наших тесных взаимоотношений. Сегодня на территории Абхазии находится военная база, пограничные войска, которые способствуют миру и безопасности на нашей территории. В общей сложности более 40 тысяч военнослужащих приняли участие в выполнении миротворческих задач. 117 из них не вернулись домой, сложив свои головы при исполнении служебного долга. Памятник – это, прежде всего, так сказать, напоминание о том, что российские солдаты выполнили свой миротворческий долг, передали эстафету 7-й российской военной базы, которая является преемником, значит, миротворцев КСПМ СНГ. Автор памятника миротворцу, который был открыт в Сухуме, скульптор Владимир Суровцев, отметил, что с большим удовольствием работал над проектом. Я искренне благодарю за возможность участия в этом проекте и генерал-лейтенанта Евтеева, моего близкого друга, и вас, господин президент, вас, господин посол. Место выбрано совершенно уникальное, и в этом есть большой залог преемственности. Рядом мемориал солдатам, героям Великой Отечественной войны. Тем самым мы как бы продолжаем эти великие традиции. Открытие памятника миротворцу в Сухуме – еще одно подтверждение дружеских взаимоотношений абхазского и российского народов, подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев. Это на самом деле способствует укреплению наших отношений, отражает тот подход, который существует в народе Абхазии к теме миротворцев, к теме войны. И я абсолютно уверен, что это отношение сохранится и в будущем, и к таким памятникам, которые мы откроем сегодня, сохранится священное отношение. Указом президента Абхазии за образцовое выполнение миротворческих задач по обеспечению безопасности государственной границы Республики Абхазия 9 ветеранов КСПМ СНГ награждены орденом мужества. 2 из них, Александр Макрушин и Владимир Шульга, получили награды из рук президента. Указом президента Абхазии за заслуги перед Республикой Абхазия орденом Ахидзе Апша 3-й степени награжден генерал-лейтенант Александр Евтеев. Автору памятника миротворцу, скульптору Владимиру Суровцеву Рауль Хаджимба преподнес в подарок памятные часы. В свою очередь Александр Евтеев вручил президенту Абхазии Раулю Хаджимба и послу России в Абхазии Семену Григорьеву нагрудные знаки миротворческой миссии в Абхазии. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Муса Экзеков единогласно избран председателем Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Новый глава организации сменил на этом посту Тараса Шамба, который возглавил конгресс четверть века. Он был избран почетным президентом организации. Также изменились устав и положение конгресса. Нисфа Аршба расскажет подробнее.
Второй день работы съезда делегаты посвятили решению кадровых вопросов, принятию нового устава и положения Конгресса. Но еще до озвучивания кандидатур на пост президента Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа ряд ученых и общественных деятелей сделали доклады и рассказали собравшимся о проблемах, которые стоят перед нашим народом. Первое и самое главное – сохранение родного языка. Абазины и абхазы у себя на родине и за рубежом донесли до нас значительный пласт исконных особенностей своего языка и традиционной культуры. Нам удалось создать очень мобильный, компетентный и весьма активный круг специалистов, профессионалов, привлекая, можно сказать, все научное сообщество Абхазии, Карачаево-Черкесии, всей России и европейских стран, заинтересованное и компетентное в изучении актуальных вопросов нашего этноса. Вот данные, проведенные недавно исследования. Была изучена ситуация в 4 детских садах города Сухум, абхазских детских садах. Выяснилось, что общее число абхазских детей, не знающих языка, значительно больше, чем тех, кто язык знает. Ситуация типична для всех других детских садов Абхазии. В итоге следует констатировать, что абхазо-абазинский этнос столкнулся с угрозой в перспективе потери родного языка. Пока это еще мало ощущается, поскольку подавляющее большинство взрослого населения хорошо владеет родным языком. Все выступавшие говорили о роли международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара». Проекты, которые реализует организация, направлены на возрождение языка, укрепление связей между нашими народами. И это прежде всего заслуга руководителя Мусы Экзекова. Делегатам Конгресса предстояло избрать нового руководителя. Это первые выборы за 25 лет существования Конгресса. И было решено изменить устав и вместо должности президента создать Высший совет Ассоциации Всемирного абхазо-абазинского конгресса. Должность генерального секретаря отныне будет называться исполнительной. Руководителя конгресса, который четверть века успешно выполнял главную задачу объединения диаспоры, решением делегатов был избран почетным президентом организации. Всем вам, которые помогали Конгрессу, всем вам, которые любили свой народ и делали, и делают все, что можно для сохранения, для упрочения нашей государственности, огромное спасибо. Затем приступили к процедуре избрания нового председателя. Была предложена лишь одна кандидатура – Мусы Экзекова, которую делегаты поддержали единогласно. Народ Абаза по всему миру через сохранение родного языка, через сохранение наших традиций, обычаев, нашей культуры. Любой успех возможен только тогда, когда мы вместе, системно и планово работаем. Слова напутствия в большом деле, который предстоит начать ассоциации уже в самое ближайшее время, звучали со всех сторон. Нового главу поздравляли и желали успехов в деле объединения абхазо-абазинского народа. Нисфарш Бабислан Шхинджерия, Абхазское телевидение. Новый руководитель Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муса Экзеков дал эксклюзивное интервью абхазскому телевидению. О своих планах в новой должности Муса Экзеков рассказал ведущей программы «События недели» Елене Лолуа. Интервью смотрите в субботу в 20 часов в эфире АГТРК. Состоялась церемония открытия памятников, в которой приняли участие президент Рауль Хаджимба, заместитель председателя правительства России Александр Хлопонин, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, посол России в Абхазии Семен Григорьев. Право открыть памятник военнослужащим Вооруженных сил России, выполнявшим миротворческую миссию в Абхазии с 1994 по 2008 годы, было предоставлено с абхазской стороны герою Абхазии, генерал-лейтенанту Вячеславу Эшба, с российской – председателю Совета общественной ветеранской организации «Миротворец», генерал-лейтенанту Александру Ивтееву. Автор памятника миротворцам – российский скульптор Владимир Суровцев. Памятник миротворцам, открытый в Сухуми, это прежде всего символ нерушимости дружбы между Россией и Абхазией, сказал президент Рауль Хаджимба. Мы отдаем дань памяти и глубокого уважения всем, кто достойно нес службу в составе миротворческих сил, не пощадил себя во имя мира и спокойствия, подчеркнул глава государства. 117 российских миротворцев погибло в ходе принятия мер по пресечению действий террористических и диверсионных формирований. Грузия всячески пыталась скрыть от мировой общественности,
что гибель миротворцев была напрямую связана с деятельностью бандформирований, засылаемых из-за Ингур, негласно поощрявшихся грузинским руководством. Сегодня мы отдаем дань памяти и глубокого уважения всем, кто достойно, неся службу в составе миротворческих сил, не пощадил себя во имя мира и спокойствия. Заместитель председателя России Александр Хлопонин поблагодарил руководство и народ Абхазии за память о миротворцах. Прежде всего, конечно, хочется низко поклониться и сказать слова благодарности родителям, родным и близким наших военнослужащих, которые сложили голову, защищая мир на территории Республики Абхазия. Сегодняшнее событие, оно знаковое во всех смыслах, а то, что этот памятник сегодня стоит рядом с памятником воинам, защищающим нашу Родину в Великой Отечественной войне, где наши с вами отцы и деды плечом к плечу боролись с фашистским игом и вместе отстаивали свободу нашей Родины, это, безусловно, очень важное и знаковое событие. В послевоенной хронике значимым было событие, произошедшее 14 мая 1994 года, когда Абхазия и Грузия подписали в Москве соглашение о прекращении огня и разъединении сил. Сложные переговоры проходили под руководством специального посланника генерального секретаря ООН, однако значительную роль в правовом, военном и политическом урегулировании данного вопроса сыграла Российская Федерация. В конечном итоге стороны договорились о развертывании коллективных сил по поддержанию мира и стабильности. Основное тяжелое бремя ответственности на реализацию принятых решений легло на плечи российских миротворцев, с честью и достоинством выполнивших возложенную на них миссию. Официальная часть мероприятия завершилась торжественным прохождением военнослужащих Министерства обороны Абхазии 7-й российской военной базы. Рената Шакая, Стамат Гожба, Абхазское телевидение. В Сухуми на стене дома номер 38 по улице Чочу открылась мемориальная доска памяти известного абхазского ученого-кавказоведа Хохута Бгажба. Хохут Соломонович Бгажба в этом доме прожил более 60 лет. Во дворе дома, где жил известный абхазский ученый, языковед, академик Хохут Бгажба, собрались его родственники, друзья и коллеги. О выдающемся ученом было сказано много теплых слов. Друзья и близкие вспоминали Хохута Соломоновича Бгажба как человека справедливого и принципиального. Его научные труды являются настольной книгой для многих поколений молодых ученых. Он был и остается для них примером самоотверженного служения Родине и науке. Я хорошо знал этого человека, он был нашим большим наставником, радовался нашим успехам. Если какой-то материал мы соберем, принесем, покажем Хохуту Соломоновичу. Если он одобрит то, что мы привезли, показали, у нас удваивались силы, энергии прибавлялось. Настолько он тщательно все это смотрел. Мы каждый день ожидали с ним встречи. Настолько было теплое общение. Хохут Соломонович Бгажба родился в 1914 году в крестьянской семье. Окончил абхазскую среднюю школу. Затем в 1937 году Московский государственный педагогический институт.
Хухут Бгажба сыграл весомую роль в развитии абхазоведения. Многие годы возглавлял Абхазский институт гуманитарных исследований, где проработал до конца своей жизни. Он является автором более 200 опубликованных работ, статей, очерков, книг, посвященных проблемам абхазского языка, литературы и фольклора. Те, кому посчастливилось поработать с Хухутом Бгажба, вспоминают ученого как хорошего друга, наставника и мудрого руководителя. На первый взгляд он, как показался, несколько таким холодным, суровым, как будто. Но на самом деле был он очень теплый человек. Он относился особенно к нам, молодым ученым, очень доброжелательно и всегда давал вот нужные такие советы. Был он очень компанейский в быту. Удивительно компанейский. Во-первых, он хорошо умел петь и танцевать. Мы очень часто устраивали в институте такие вот мероприятия, и всегда он выделялся. Идея открытия мемориальной доски у дома, где прожил большую часть своей жизни Хухут Бгажба, возникла давно. Но воплощать ее в жизнь начали 3 года назад. Тогда за работу принялся художник Тимур Кайтан, и ему в полной мере удалось передать образ ученого. Теперь каждый, кто будет проходить по улице Чочуа, будет знать, что здесь, в этом доме, жил ученый, чьи заслуги перед Родиной невозможно переоценить. Сария Смыр, Леон Адлейба, Абхазское телевидение. Находящийся в эти дни в Абхазии заместитель председателя правительства России Александр Хлопонин вручил Вадиму Хинтба, поймавшему краснокнижного леопарда, грамоту от имени Всемирного фонда дикой природы. Эта самка возвращена в центр переднеазиатского леопарда. Да, это, конечно, не Виктория, но очень похоже, как Виктория. Память о ней. В Абхазии находится владелец и руководитель туристической фирмы Adventures из Бельгии Аурелиан де Сент-Бланкард. Бланкард прибыл в Абхазию по приглашению Торгово-промышленной палаты республики, где и прошла его пресс-конференция. По словам Бланкарда, целью его приезда в Абхазию является знакомство с туристическим потенциалом нашей страны, ее курортными объектами, достопримечательностями, экскурсионными маршрутами с последующей организацией туров для франкоязычных туристов из Бельгии. Знакомство Аурелиан де Сент-Бланкард с Республикой Абхазия состоялось в марте 2016 года на международной туристической выставке в Париже, где стенд Торгово-промышленной палаты Абхазии пользовался огромным успехом. Бланкард признается, что на выставке буклеты Абхазии сразу же привлекли его внимание. А когда более подробно изучил материалы нашей республики, в буквальном смысле влюбился в страну. А приехав сюда, понял, что не зря Абхазия действительно оказалась райской землей с большим потенциалом, как он и ожидал. Первый шаг – это его приезд в нашу республику, а второй шаг – это, естественно, формирование групп людей, франкоговорящих туристов, которые в будущем заинтересуются данной поездкой и приедут. То есть здесь вопрос заключается в том, чтобы данные туристы не просто приехали и сделали определенное количество фотографий и уехали обратно, нет, чтобы это был полноценный отдых в нашей республике, в первую очередь посещение всех наших курортов, туристических частей нашей республики. Вот он сам для себя решил, что для него удобно, например, остановиться именно в столице нашей республики. Далее так будет проще потом с центра ехать по другим достопримечательностям. То есть это такой общий экскурс по тому, что он намерен делать в ближайшее время. Теоретические занятия начались на базе МЧС Абхазии. Их проводят представители Санкт-Петербургского университета, Государственной противопожарной службы МЧС России. Работа ведется по 2 направлениям – расследование и экспертиза пожаров, а также повышение квалификации командиров отделений пожарных частей, работающих на пожарах и в зонах чрезвычайных ситуаций. Начальник управления Государственного пожарного надзора МЧС Абхазии Ираклий Илбакиев отметил важность проводимых занятий для местных специалистов. В течение этих дней будут проведены не только теоретические занятия, но и практические. В них задействованы сотрудники всех районных подразделений МЧС Абхазии. Курс будет построен так, чтобы осветить вот те особенности осмотра места пожара, зафиксировать те признаки, по которым определить очаг пожара. Соответственно, отсюда мы будем дальше говорить о непосредственно технической причине, чтобы
установить техническую непосредственную причину пожара. Ну, соответственно, и дальше поговорим со специалистами о дальнейшем процессуальном вопросам, которые будут решаться при проведении, как говорится, данных мероприятий. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометеоцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 3,8, днем 10-15 градусов. Температура морской воды 13 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.